Мы как старики с тобой разговариваем, такой культуры нынче нет, но в меня влюблялись. Но это не так часто. Получение всевозможного наслаждения. Сейчас, наверное, плохо скажу, но фэшн для моды, люкс, гранд, мебель, шлак, человек месяца. Нет, это я сам придумал. Ты же старый такой, что ты хип-хопом занимаешься? Эдуард, здорово. Здорово. Можно на русском будем говорить? А то как тебе удобно? Мне на русском, наверное, удобнее будет. Давно в Якутске не был. Точно. Да. Классно же, да? Сразу для совет зрителей я хочу сказать, что будем на русском и на якутском перемешку будем. Ну давай. Паханый дыка снег. Ага, найдыков слепаться. Ужасно, да? Говорит Москва. Московское время 8 часов. Сегодня у нас небольшой мастер-класс вместе с студией «Завод», потому что я привез своих друзей, солистов группы КВС Pistols. И у нас есть один день, мы завтра улетаем в Вилюйск делать концерт. А сегодня, чтобы нельзя сидеть в отеле, а просто познакомиться с классными ребятами, детьми, я привел его сделать мастер-класс. И будем что-то танцевать. Не знаю, я давно не танцевал. Пум-па, пум-па. Еще добавим руки. Ногой, шаг, простой. Еп. Когда делаю шаг в правую сторону, да, чуть-чуть проседай, поднимайся наверх. Постоянно. Я приехал к сестре, лампа не горит в подъезде. Я говорю, сестре, а почему лампа не горит в подъезде? Говорит, я позвонил управляющей компании, говорю, лампа не горит в подъезде. Заявка принята, на завтрашний день лампа не горит в подъезде. Я звоню, я чуть не упал, ногу сломал. Прямо сейчас почините лампу. Через 2 часа лампа горела. Вот сейчас я привозил ребят с СТС. Есть федеральный запрос делать передачи о внутреннем туризме. И я приглашал ребят с СТС. Они снимают новый проект, как «Орел и решка», только чуть-чуть по-другому. Там гламурная девушка Маша Горбань и ребята, по-моему, из КВНовской команды «Русские дороги». Вот они как бы вот такие простые русские ребята и такая гламурная девочка путешествует по России. И они говорят, природа уникальная. Все, что сделано природой, супер красиво. Все, что сделано руками человека в Якутске, очень плохо сохраняют. Вот они прям так и говорят. И как нам рассказать в этом городе, если все крив, кость, все висит, порвано, сломано? Для глаз, кроме природы, ничего нет. Все бесит. Все плохо сохраняют, все не ухаживают, не чинят. Это ужасно. Но мы не должны стараться жить для гостей. Мы должны стараться жить для моих родителей, для твоих родителей, для наших друзей, чтобы они чувствовали себя в красивом городе, красиво себя. Я согласен. Как себя позиционируешь вообще? Типа продюсер событий. Продюсер событий? Угу. Это как? Я как... Вот, ну, я же не могу сказать, что я режиссер кино, а хочется потом со временем говорить такие слова. Событий. Что за события? Event-продюсер. Мероприятия, фестивали. Во сколько лет? А ты скажи, что вот... Ты же старый такой, что ты хип-хопом занимаешься? Я говорю, можешь так сказать. Во сколько лет уехал из Якутии? Ты же до этого долго тусовался, нет? Тут Нет, после окончания. после школы я сразу уехал. А когда успел на МБК поработать? Во время каникул я работал. Такой шустрый. Я в школе вообще вообще ничего не успевал. Нет, ну я же намский. Намские, кстати, оператор наш тоже намский, да? Намские красавчики. Намские какое-то, вот наше поколение, наш выпуск и плюс-минус 2-3 года, какие-то странные. Все говорили, что какая-то радиация, что ли, в этот момент была. И все стали очень состоявшимися людьми, и очень много творческих людей стало. Может, время такое настало? Наверное, время было такое. У нас вот 3 года там Алексей Еремеев, председатель Ильтумена. Моя школа на 2 года старше. Татьяна Гладкова была замминистра предпринимательства, или замминистра предпринимательства. Моя школа на 2 года старше. Мой одноклассник там федеральный судья. Одна управляющая крупнейшей строительной компанией, бизнесмены, собственно, у каждого своя фирма, замминистра спорта был. Ну, все вот... Чего-то добились. Ну, да, хороших результатов. Да, и до сих пор как-то друг друга берегут и общаются. Странно.
Ну, не все, наверное, мы же- половину потеряли. Это же очень хорошо. Давай, привет. Ой, какая красивая. Не секунде практически. Слушай, мы находимся, мы сейчас приехали в клуб «Крыша». Он реально находится на крыше. Сейчас там, правда, холодно, может, сейчас поднимусь, покажу. Давайте сфоткаемся. Давай, давай сфоткаемся. Я пытаюсь видео снимать же. Ну ладно, с тобой можно. Мгм, спасибо. Спасибо. Короче, мы в Якутске, продолжаем быть в Якутске. Сегодня вечеринка в клубе «Крыша». Вано и ребята из Space Pistols будут дарить нам музыку. Будем пытаться двигаться. Немножко прохладно, но мы согреемся танцами. Пойдем в гримерку. Ну, если что, приходи туда. Самые красивые девушки Якутска. Здравствуйте. Хорошо, что они на крыше решили сделать. Я хотел еще, думаю, дайте сделаем на крыше, это круто. Сзади город виден ночной. Да, холодрыга такая, что никто не поднялся. Ну вообще можно подняться, посмотреть. Да, мы поднимались сегодня. Да? Мы же были на чайке. Ну вот, классно же там. Да, Ну такой, конечно, не Монте-Карло. не Монте-Карло, но почти Монако. Короче, мне было 16 лет, я пошел учиться на режиссера кино. И какой в 16 лет ты режиссер кино? Надо пожить, оказывается, надо что-то пережить, влюбиться, расстаться, родить. И только потом, наверное, начинать думать о том, что ты можешь что-то, какие-то эмоции передавать через экран. И, наверное, это была ошибка. Но я-то в те времена в Якутске снимал какие-то клипы. И думал, я крутой, я клипмейкером буду. Бондарчук, фу, жди меня, я еду к тебе. Идиот. Но клипы я хорошие снимал. Не ври. Сколько лет было, когда Аманатова снимали? Честно. 17 лет. Да? Да. Я думал, где-то 21, 22. Не, 17. А как Алексей Семенов нашли? Есть такой очень крутой мой друг, самый известный на то время и сейчас стилист Алексей Семенов. Он тогда уже был звездой. У него был в колледже культуры. Наверное, Женька меня познакомила, Хлопков. Я не помню. Это были 99-й год, я вспомнил, когда я начал снимать клипы. Да, я вернулся. Это был уже я осознанный человек был. Мне было, ты прав, 20 лет, наверное, было, потому что 4-й курс. Уже из Москвы приехал. Клип крутой был с волосами. Он чем был вдохновлен? Отсутствием денег. Нет, чем-то западным же. Мадонна, нет, Кайли Миноуг. Ну, лежа Кайли Миноуг, конечно, тогда была. Помнишь, у бассейна не лежали. Не суть. И там расцвет MTV был. Да. MTV это круто, типа. Когда вот в 16 лет еще не было MTV, и мы покупали кассеты ВХС, VHS, наверное, ты не знаешь. Короче, кассеты, которые вставлялись в виде магнитофона. Конечно. И оттуда мы брали клипы, смотрели, учились на них. И потом я сделал передачу на НВК в 17 лет, наверное. И потом приехал, и меня попросили стать начальником молодежного штаба кандидатов в депутаты Государственной Думы. Артистов как таковых нет. Всех известных на то время артистов, а их мало, их там 10 штук, которые могут собирать залы. Всех их разобрали. Надо было придумывать своих артистов. Познакомился с Варей Манатовой. Сейчас она мать 5 детей, мать-героиня. Очень крутая, сильная певица. Нашел 2 мальчиков, которых решил сделать. бойсбенд нам нужен. Почему у нас нет в Якутии бойсбенда? Вы будете, тогда не было же кей-попа. X-Up назывался проект. Это же томского проекта. Конечно. У него, думаешь, клипы были? У него, думаешь, деньги были? Я приехал студент из Москвы. У меня были яркие одежды. Они одеты черные спортивные штаны и черная футболка. Будем, слава богу, я был худой, отдал все свои вещи. Они такие сразу модные, яркие стали. У них было всего 2 песни. Думаем, давай записываем 4 песни, снимаем клип, и они поехали. Клипа не было у них. Не было клипа. Были? Не было. Найдем. У Иксап не было. Я снимал им. У Аманатовой были, а Иксап не было.
вот старый состав, да, где Леня, Антон. Леня, Антон, трое их было, да, их не двое же было. Их нет. Такого клипа нет. А что же я им снимал тогда? А может, вы сняли гэп, и это потерялось где-то в недрах телевидения? Не, потому что почему-то я им одежду давал, соответственно, я им для чего-то давал. Мы снимали. Это концертные выступления были. Ну, концертные, ну, типа клипа, да. Ну, где-то там, да. И Игорь Егорова я снимал клип, вот. очень крутой клип на самом был в свое время. Когда на Раяна. Аня Миронова. Ты все помнишь? Я не помню, кто там снимался. И красавица играла. Это Лана Луганова. нет. Нет? Нет, красавица, там девушка, про которую поют, играла. Русская модель Нет. известная. Вообще ты все помнишь, боже мой, я пересмотрю. Вот. Жалко, тогда не было Ютуба, не могли раскручивать так. А так, Нет, конечно... на самом деле тогда было наоборот, вы были вот этими телевидение только и никуда деться. Только, да, 2 канала, да? Телевидение, ты пробился туда, и ты был уже это законодатель. Ну, Смотрите типа, это, вот, типа они звезды. смотрите это, жуйте это. Наверное, так. А ты вот с этого ракурса, да, который сейчас находишься, на котором сейчас находишься, хотел бы снять кино? Честно, не ври. Очень. Мгм. И про что было, это было бы? Я сейчас расскажу, ты украдешь. Ты же кино сам снимаешь. У меня крали идеи, несколько раз крали, и даже один раз украли театральную постановку. Поверхностно. Это была бы драма, там, где насилуют. Это только комедия. И мне мой режиссер, когда я учился на режиссуру кино, говорил: ты будешь снимать хорошие комедии. Пока ничего не снял, уже скоро смерть, пенсия, ничего не снял. Но вчера я встречался, и мы сегодня, кстати, пойдем на премьеру кино. Дикий челлендж. Сходим, давай посмотрим. Говорят смешное. Говорят смешной. Позвал Эркен. Я с ним вчера на даче жарил шашлыки. И жарили шашлыки. Я ему рассказал историю, концепцию. Он говорит: все, давай снимать, давай совместно делать. Он говорит: я говорю: только не укради мою идею. Но он честный парень, талантливый. Нет, это можно сделать неосознанно. Неосознанно можно сделать. Украсть случайно. Ну пусть. Вот когда В я... наше время это называют вдохновиться. Вдохновиться, да. Я сейчас в Москве занимаюсь тем, что делаю классные вечеринки, фестивали большие, по 7, по 8 тысяч человек приходят. Еще делаю корпоративные мероприятия. Свадьбы, какие-нибудь юбилей какой-то компании, премии. Вот сейчас буду в июле делать «Человек года» для Росатома. И пишу концепт, сценарий, идею, как это должно выглядеть, что это будет. И крадут. Говорят: ой, Эдуард, конечно, все интересно, но выиграла другая компания. Извините, ваша концепция не прошла. Очень обидно, нет? А я же знаю рынок, Москва-то маленькая. И как у них мероприятие, говорит: все по тому сценарию. И так обидно. А сценарий-то невозможно сценарий сделать из них какой-то объект авторского права. Это же вдохновение. Они могут сказать: ну это же на поверхности лежит. Мы сами додумались и сделали. Это так бывает немножко обидно, конечно. Говорят, что глупые воруют. А умные они берут этого человека и все выкачивают. Это глупые воруют. Они один раз своровали, а потом доверие же упадет. С ними же общаться не будут. Неталантливые воруют, мне кажется, которые сами не могут придумать. Не дальновидные. Ну, может быть так. Ну, пусть воруют. Я еще придумаю. Такая у меня... Раньше я обижался, думал: ой, что ж так, почему у меня мои идеи воруют, у меня не заказывают. А потом понял, что у меня-то идеи есть, а у них, значит, если мои идеи реализует другой человек, не говоря мне, и это нормально. Значит, мои идеи хорошие. Это так себя как неудачник успокаиваю. Я очень знакомое чувство. Очень знакомое чувство. Когда вот ты видишь вот то, что ты... Ты задумал, да, годами копил по миллиметру. Да, ничего. Нарабатывал. Что тебя вдохновляет? Вовремя задал вопрос, да? Профессиональная травма. Когда я смотрю кино, какой-то кадр мне понравился, какая-то идея, сегодня увидел какой-то клип, и это откладывается, и
наверное, срастается кино, посмотрел клип, услышал звук, увидел шествие, увидел по телевизору какой-то там картонный парад в Праге, там из картона какие-то фигуры делают. Из картона под такую музыку, потом картон же можно сжечь, и это можно под духовой оркестр. Все складывается. Еще мне говорит тоже, где ты берешь идеи? Говорит, я беру идеи у дедлайна. Я говорю, что это? Ну, когда через час уже клиенту нужно представить, что я буду делать у них на дне рождения или там на их юбилее. Прихожу, вообще нет идей. Смотрю на них, смотрю их офис. Так, а вы знаете... Я вижу так, и начинаю, да, вот как я вижу так, и смотрю, и не знаю, что говорить. А потом вспоминаю какие-то от стресса, что ли, в мозгах начинает рисоваться какая-то картинка, и она, когда я заранее не подготовился, у меня очень часто я выигрываю тендеры. А когда я заранее готовлю, думаю, здесь гэг, то есть смешной момент здесь будет, здесь люди заплачут, здесь у нас на финале будет разрыв эмоциональный, тут все меня подойдут, обнимут, дадут чаевые, не получается. А когда в стрессе, когда 15 минут у тебя есть на сборы, чтобы побежать и доказать человеку, что моя идея лучшая, из еще 10 людей, которые сидят в коридоре, ждут времени для презентации. Но это не так часто. Еще иногда приходит во сне. У тебя бывают управляемые сны? Нет, мне даже не интересно. Не интересно. Ну, я знаю очень много про это, да? Как можно, когда ты начинаешь выходить из этого состояния, как возвращаться и все такое. У меня друзья практиковали. Не интересно тебе? Ну, не знаю, мне нравится. Я управляю снами, я просыпаюсь и говорю, нет, я хочу продолжение, хочу, чтобы было так. Засыпаю, и сон длится по-другому. Я кайфую от того, что происходит во сне, я управляю сюжетом во сне. И потом мне начали, когда, наверное, волновался, мне начинали сниться какие-то прикольные фишки для мероприятия. Я купил себе диктофон. Это было лет 7-8 назад, когда не было айфонов, которые сами записывают. Купил цифровой диктофон. И думал, буду записывать, что мне снится. Просыпался во сне, так, люди идут парадом, держат в руках то-то, 12 барабанщиков, над ними летят птицы, радиоуправляемые птицы, гигантский дирижабль, оттуда посылаю сигнал, он раскрывается, летят лепестки. Лепестки должны быть такого-то цвета, 3 дирижабля. И вот это, я думал, это я так наговариваю. Потом утром просыпаюсь, слушаю это, дирижабль, флаг. Ничего не понятно. Почему? Не знаю, потому что не до конца просыпался, наверное. Может. Потом я сделал так, поставил, лучше, думаю, наверное, я проговариваю во сне словами. Поставил на режим, чтобы диктофон снимал только когда я какой-то звук произношу. Что было дальше? Догадайся. Ой, я не знаю. Одни пуки. Типа такого, один храп, 6 часов храпа, и между ними какие-то фразы. Чего? Не понял. Потом думаю, надо просыпаться, писать. Завел книгу. Книга идей, ну там тетрадка идей. Кстати, вот некоторые, утром просыпался резко, идеи, вообще абстрактно ни к чему не привязанные идеи. Хоровод. В хороводе меняются костюмы, там типа костюмы трансформера. Для чего пригодится, пока не знаю. У меня есть до сих пор 6-7 тетрадей лежит, пока особо оттуда идей не черпал, но когда идей совсем нет, сидишь, перечитываешь, и даже не то, что написано, а ты на уровне подсознания или на уровне вдохновения, наверное, вот оттуда черпаешь. Совсем, хоровод, где переодеваются, фраза дурацкая, окей, круговой танец, круглая сцена, камера вокруг, круговой экран. Все, у меня родилась концепция. Гости сидят не с одной стороны на сцену смотрят, а гости сидят вокруг всего. Сцена становится посередине, и экран круговой. И вот так рождается там концепция мероприятия. Типа мир вокруг нас, все вместе, столы стоят не полукругом, а вокруг всей сцены. Вот это родилось от того, что я написал «Хоровод переодеваются». Наверное, вот там рождаются. И вот никто не знает, где рождаются идеи.
Ну, не скромничай, Можешь похвастаться самым крутым эвентом, мероприятием, самым крутым, что приходит на ум? Не скромничай, и, можно сказать, бюджет, и что там было. Я делал день рождения для... Делал я это на Дунае. Мы сделали корабль, такой речной прогулочный большой корабль, люкс, 5-звездочный отель на воде. И мы с Будапешта по Дунаю шли в Вену. Шли 4 или 5 дней. И все 5 дней, 4 дня. Капитаном якобы капитаном был Паша Воля. Штурманом был и аниматором на корабле был Вадик Галыгин. И, например, какие-то мелочи, да. Мы летели с частного аэродрома в Будапешт. И я придумал, например, они же привыкли, что они заходят, это частный терминал, и там все люкс, обслуживают их, стоят на цыпочках. А я придумал, давайте сделаем, как будто это такой бомжатский рынок. И там телефонные зарядки, женщина-семечки торгуют. Прям внутри народ заходит и офигевает, что происходит, почему так много людей. Артист, цыгане, позолоти ручку. То есть я их поставил в некомфортные условия. Они такие все, не понял, как-то, окей, приняли игру. Кто-то даже, девочки, перламутровая помада, девочки, мытые колготки. А там девочки, ого-го, какие девочки. Все в Луи Виттонах и в крутых одеждах. Потом, во время полета, вдруг на экранах появляется, обычно там в частных бортах нет такого понятия, как «пристегните ремни», там техника безопасности, здесь находится выход он в самолете один, потому что это маленький самолет. Но я сделал такую видеоинструкцию очень смешную. Незлобин у меня, как капитан судна воздушного, смешно комментировал, как нужно вести себя во время аварии, приземления на воду. Все смеялись. Потом приземляемся на этом корабле. Одним из самых крутых моментов было, между Будапештом и Веной есть место, там, где якобы по легенде жил граф Дракула какое-то время. Вышеград называется замок. Мы его арендовали на 2 дня. Это музей. Я же знаю, что можно арендовать. Говорят, нет, нельзя. Это музей, который должен быть доступен общественно. Давайте закроем на ремонт. Говорят, нет, не получается. А если так? Говорят, ремонт, конечно, нужен нам. А если и сверху на 2 дня на ремонт закроемся? Да. И мы за 2 дня внутри старого разрушенного, не разрушенного, не действующего замка построили действующий практически замок, в котором жили рыцари. У нас были 4 рыцаря. У нас с конями полной амуниции. У нас была женщина, которая варит пиво. Женщина, которая с утра до вечера стирает одежду, вешает, потом собирает и заново стирает. То есть это такой... Есть же клубы исторической реконструкции, и мы взяли такую очень крутую историю, привезли 71 человека вместе с детьми, с гусями, свиньями, со всем оборудованием из Италии, перегнали туда, в Вышеград, и этот замок начал жить. Тут ребенок гоняет гусей. Там женщина стирает и выливает с 2-го этажа воду по им, а гости идут на этот праздник, не понимают, почему этот живет целый город, как будто думали, что это ярмарка. И потом на Дунае мы сделали фейерверк. Вадим Галыгин был ведущим, и мы стреляли на Дунае с 3 барж. Просто фантастика. Город думал, что день города наступил. И граф Дракула вернулся. Вот это очень запомнилось мероприятие. Потом В каком году был? Лет 12 назад. Вам не дают там бюджет ограничений? Или как? Примерно там в пределах $2 миллионов. Потому что можно... говорят. Там особо не потратишь. Потому что это Венгрия, или ты
Вышеград, не помню, к Венгрии или к Румынии относится, по-моему, это в Венгрии. Пусть это будет Венгрия. Не помню, 12 лет И прошло. концепцию дают какую-нибудь? Хотим... Нет, они говорят, мы хотим на реке, на лодке, на красивом кораблике с точки А до точки Б, и мы должны заполнить это. Под Веной мы нашли стоянку, там, где римская армия стояла 500 лет. И мы построили, как будто бы это стоянка древних римлян, потому что заказчик очень любит эту тему Рима древнего. У всех костюмы. Еще мы там девушкам воздушный шар, ну, много всяких развлечений. Паша Воля их, как Цезарь, встречал на колеснице из 3 лошадей. Очень все красиво, дорого, богато. Какие-то, как в Форт Боярд, они ходили, задания выполняли. Там лавку мясника, лавку туда-то. Потом задание было топтать виноград и типа выжать сок, потом вино типа сделать. Ну, у нас-то не так много народу с собой повезли. Там эти ребята из Италии, театр уже уехал. Работники музея не хотят мыть ноги никому, мы не будем мыть ноги. Я говорю, ну окей. Я загримировался, одел какую-то плохую драную одежду и мыл ноги девушкам, которые гостями были. Ну, какой-то типа... Это как видео потом снимается, нет? Как кино? Есть маленькие кусочки, это не разрешают же снимать. По крайней мере, у нас нет. Они сами снимали для себя. Второе мероприятие, которое ты вспомнил. Дубай. Лет 8 назад, по-моему, точно не помню. Был день рождения тоже. В пустыне мы построили типа оазис. Там Я видел фотографии, по-моему. может быть. И там мы из фишек это было, я думал, неожиданное появление артистов. Все артисты появлялись по-разному. Там Жасмин несли на богатырей, на повозке. На верблюдах приехала какая-то из артисток, не помню кто. Дискотека «Авария» на квадроциклах. И балет должен был появиться ниоткуда. Вот буквой «П» поставили столы. Посередине ковшом экскаватора мы вырыли яму, поставили из досок и фанеры короб, укрепили, и туда я засунул танцоров. Их как будто мумиями обмотал бинты, накрыл тканью эластичной, сверху цвета песка и присыпал песком. И, представляешь, песок лежит, ты кушаешь, и прямо перед столом ты уже забыл, выпил, из-под песка рука под какую-то музыку поднимается, и народ тут смотрит, не понял. И вот так, и постепенно вылезли оттуда все артисты, они сидели 3,5 часа. Оказывается, там, не оказывается, это жарко. И мы придумали, что мы их будем масками для акваланга, там же есть. И вот они сидели с масками для акваланга, думаю, лишь бы кислород у них оставался. Но я думал, если будет вам плохо, вылезайте во время песни. Но они вылезли ровно во время момента. Потом фейерверки, очень крутое мероприятие. А еще для Паши Воли я делал день рождения. Паше Воли мы сделали, он не хотел праздновать. Он говорит, нет, не хочу день рождения. Мы его похитили. Его пригласили парочку друзей, пойдем выпьем пивка или что-то такое. Зовут его, куда-то они едут, не помню, это не я занимался. И когда он вышел за сигаретами, его похитили, типа а-ля с кавказским акцентом. Он, наверное, подозревал, что кто посреди дня, вечера в центре Москвы похитит человека. Но мы его похитили, бросили в багажник, связали, надели мешок на голову, потом его тащат куда-то, приводят, открывают мешок, а там сидят все его друзья, которых он не приглашал, мы пригласили, и все загримированы, как будто это был мексиканский ресторан. Они в сомбреро, всем наклеили усы, всем сделали грим, было очень круто. День рождения сюрприз, немножко с осложнениями, то есть похищение и грим. И потом, потом напились все. Там дальше особо ничего интересного не было. Но само похищение мы делали хорошо. А не думаете, что там человек может испугаться полностью? Нет? Паша Воля испугается что-нибудь? Нет. Вообще не хочу. В последнее время тоже просят, типа, делаем такой сюрприз, нападение бандитов, похищение того-то. Не всегда удается качественно сделать, и нет таких крутых актеров, чтобы это казалось настоящим. Все равно выдается, а плохо, когда выдается уже, зачем это тратиться на это. Делал в Иркутске
ну, такой, там типа в гангстерском стиле день рождения одного олигарха местного там из Иркутска. И одним из прикольных фишек было то, что гангстер, я взял пиротехнику, поставил машину, типа гаишную машину, объявил как будто полис. И она взорвалась. Ну, типа, приезжали на таких, типа, исторических машинах гангстеры и стреляли. Пальба с полицейским была, полицейские разлетались, убегали и взорвали машину. Было круто, когда полицейская машина взрывается. Мы хотели милицейскую машину взорвать, потом подумал, ага, все заснимут, и потом будет... Какой бюджет у такого мероприятия? У какого? Ну, вот с такими постановками. Фейерверк. Машина стоила 75 тысяч рублей, потому что она не ездила без мотора. Мы ее обклеили. 100 тысяч, короче, машина обошлась. Взрыв машину 100 тысяч. Где-то вот около 800-900 тысяч вот этот кусок разыграли со взрывом машины и с гангстерами, которые... гангстеры все были чернокожими, потому что в Иркутске каких-то студентов набрали. Они все прикольные, мы их переодели. И они, вау, наконец-то почувствовали себя королями. Было очень забавно. Потом я эту фотографию... Недавно же были, когда в Америке черные грабили магазины американские. А у меня как раз есть... Я один стою, фотографию потом можно показать. Я стою один, а сзади меня 12 чернокожих ребят с автоматами стоят, и я писал там: охраняем магазины не только в Якутии, но и в США. Там, типа, шутка такая была. Что за история была с Меладзе в молодости? Я Меладзе привозил. Мне было 16 лет. Он приехал? Да. 16. У тебя все было в 16. 16 лет. Так мне 25 сейчас. А как они поверили? 16. Тогда же дозвониться даже было сложно. Вот, поэтому я попал на деньги. Короче, я начал работать на НВК Саха, вот, 16-17 лет, делать передачи музыкальные, и думаю, ой, а мне позволяли все делать. Я мог выходить каждый день в эфир. Ну, то есть, да. Я сделал передачу, вот, выходи. Я набрал разных себе красивых девушек для кадра. Там первые красавицы того времени, там, начиная от Фоминой, Анна Миронова Фоминой, не знаю, Юлия Чумаевская, тоже первая красавица была. И потом, думаю, нужны... Я плохо очень говорил по-русски с огромным акцентом. Я же наумский. И нужны были ведущие, которые более-менее говорят по-русски. Иду по улице, вижу очень ярких, нестандартных двух девушек. Такие кудри огромные, клеш, штаны, клеш, что-то облегающее, какие-то леопарды, не помню. Что-то очень кричащее. Это, оказывается, были девушки-сестры Максимовы, Варя и Рита. Потом они поняли, что они могут... Я слышал историю, что их нашел Донской Николай. Ну, наверное, после меня нашел. Я первый их увидел. А потом на концерте они были на подпевках у него. Потом их заметил Бекбетрюк и... Не знаю, моя история другая. Я иду по улице, выхожу из здания Национальной вещательной корпорации, и на остановке на площади Ленина вижу двух девочек. Говорю, я редактор, режиссер новой передачи. Хочу, чтобы вы у меня были ведущими. Дайте мне ваш телефон. Записал их телефон, а тогда только домашние телефоны. Завтра вам позвоню. И ушел. На завтра набираю, они берут трубку, они говорят, мы весь день ждали, никуда не уходили, ждали звонка. Говорю, ну окей, приходите на телевидение, будем из вас делать звезд. И потом что-то мы с ними делали. Каким-то образом они у меня были ведущими. Вот дальше не помню. Ну, такая она пухленькая, какие-то кудрявые огромные волосы, как афро-прическа. Тогда это модно было? Наверное, модно было. Они так начесывались, я помню. Вот я не помню. Что-то очень кудрявое. Ну, потом вот после того, как я подумал, что я стал телезвездой, думаю, надо сделать еще что-то крутое, нереальное. Думаю, давай-ка сделаю фестиваль. Назывался фестиваль, музыкальный благотворительный фестиваль Туймада встречает друзей, то ли звезды над Туймадой. И теоретически должны были приехать Валерий Меладзе, Лада Дэнс, Анжелика Варум, ветераны сцены. Тогда они прям вау. А где их взять? Телефонов нет, сайтов нет. Я поехал в Москву искать звезд. Поехал, я учился в Питере, в нашем с тобой институте. И вижу, Меладзе поет на местном телеканале, какой-то Петербург, что-то какой-то там левый канал. И там внизу, телефон редакции. Звоню в редакцию. Здравствуйте,
меня зовут так-то, так-то, хочу взять интервью у Меладзе. Решил схитрить. Я из якутской газеты, хочу взять интервью. Дайте мне телефон Меладзе. Они не дают телефон. Тогда я хочу взять у ведущей вашей передачи музыкальная калейдоскоп или что-то такое у Натальи Фирцевой. По-моему, Фирцевой ее звали. Она говорит, ой, приходи. А это оказалось любовница этого продюсера. Я прихожу, мне же не нужна эта Наталья Фирцева, с дуба не рухнула. Зачем это? И вообще я в газете не работаю, не умею писать. Но ради того, чтобы им понравиться, чтобы они мне дали телефон Меладзе, значит, интервью беру, как вы добились таких успехов на телевидении, а где вы учились, хоть чушь полная. Записываю, я еще медленно пишу по-русски. Что-то, типа, лишь бы не заметили, чтобы я просто так чиркаю. И потом говорю, вот, у меня есть мечта сделать в Якутии фестиваль. Говорит, а деньги есть? Я говорю, я соберу, все сделаю, спонсоров найду. Говорит, я хочу тех артистов. Он говорит, продюсер, как-то его звали, Валерий Плюснин, по-моему, так. Говорит, помогу. Говорит, классно. Говорит, дайте телефон. Говорит, нет, я все сам сделаю. Хитрый, конечно, он на процентах был, а я-то не знал. Ну, продюсер сказал, пока не дам, но, наверное, так и надо делать. Говорит, стоит там каких-то денег, не помню, много денег стоили они. И зачем? Тогда только открыли Дворец спорта 50 лет Победы. И туда вмещалось вместе с сидящими на полу местами 1200 человек. А так, по-моему, официально 900 гардеробных мест. Я приезжаю в Якутск, думаю, все, я нашел Меладзе, Лада Дэнс, мне навязали группу «Неоновый мальчик», бойс-бенд, и эту Наталью Фирцеву как ведущую. Нахрена она мне нужна была? Ну, потому что я думал, через нее каким-то образом скидки у меня есть. 50 лет Победы пришел, говорю, будем делать благотворительный фестиваль, а только открылся, они говорят, о, интересно, давайте, делаем. Все, мы начали искать спонсоров. Билеты печатали на принтере. Прям струйный принтер. Дизайн сделали сами. Это было ужасно криво, косо, невозможно. Подделывал только, не мог подделать только ленивый. Суешь под ксерокс, и вот тебе билеты на это мероприятие. А мне 16-17 лет. У вас цветные, наверное, были? Ну, цветные уже были. Это же город Якутск, столица Алмазного края, цветный ксерокс был точно. И мы пригласили. В итоге этот человек... очень смешной момент. Мне говорят, артисты должны жить, там, обеспечивать их райдер, питание, проживание. А так как гостиница Тыгын-Дархан, она была дорогая, а мы спонсором нашли пансионат для работников, ветеранов труда. Они говорят, ну окей, бартером на билеты мы вам дадим места и будем кормить ваших звезд. Он говорит, окей, классно. Мы им дали для этих ветеранов билеты, для руководства билеты, и нам дали несколько, там, 10 комнат. Это комнаты на полном серьезе. Вот тут живет одноногий, Меладзе, незрячий, потом кто-то колясочник, Лада Дэнс, и вот так на лето куда-то они ушли, и вместо них, уехавших домой к родственникам, мы заняли их места. А Ларуса же была полярная звезда? Не было полярной звезды. Не было. Не было полярной. Это было много лет назад. На месте полярной звезды стояли сваи. И вот они приезжают в Лада Дэнс, но слава богу, в те времена, в эти шальные времена 90-х каких-то годов, артисты были не избалованы. Они ездили по всем каким-то Мухосранском, и они жили в еще худших условиях, каких-то общежитиях. Они такие, а питаться-то где мы будем? Эдуард говорит, в столовой, трехразовая, говорю. И шли они кушать. Потом говорят, типа, а коньяк где у нас? В райдере написан коньяк. А мне, где коньяк продается, я не знаю. По-моему, он не продавался. Как покупать, я тоже не понимаю. Говорят, будет. В итоге ни коньяка не было, или кто-то из гостей мне купил, типа, сфотографироваться. Говорю, хотите фотографию, купите коньяк. Он шел, да, коньяк мы так нашли. И в итоге я попал на огромное количество денег. Мы не смогли расплатиться с артистами, неправильно посчитал. Но концерт был такой крутой, Меладзе был таким крутым. Лада Дэнс, девочка, ночь, Tonight, Baby Tonight, просто разрывал. Я сидел, плакал и понимал, что после концерта ко мне придут бандиты за деньгами, которые я кредитнулся у них. Ну, будут бить. Но мне было счастливо, красиво, наслаждался музыкой. Он пел «Цыган Кацера». Я рыдал, как круто. И все знали, что я организатор. И когда я приходил, вот этот парень организатор. Гордый такой.
А потом артисты улетели, я остался всем должен. Артисты получили свою. Не все. Я сказал, потом отправлю, потом. Но это был еще посредник же между артистами. Я не знаю, насколько он договаривался с артистами. Сейчас-то есть у всех сайты, и напрямую можно проверить. В интернет есть. Представляешь, а там не проверишь, сколько он, 1 миллион стоит или 500 тысяч. Он мне сказал 1 миллион. Может быть, эти 500 тысяч он себе забрал. А что с бандитами? Бандиты... Вообще же можно, наверное, рассказывать. Я говорю, денег нет. Что вы хотите? Они говорят, хочешь, в лес увезем? Я говорю, везите, денег-то нет. Они потом пробивают меня, думают, ну, наверное, не может же быть, чтобы 16-летний парень без крыши все это делал. Потом смотрит, что у меня мама библиотекарь, папа учитель рисования, денег нет. Мотоцикл и москвич. Ну, как бы мотоцикл и москвич отбирать как бы странно, наверное. Говорят, попытались что-то как-то угрожать, заплакал, денег нет и уехал учиться к себе туда. Считаешь, что у тебя есть актерское мастерство? Да. Есть? Мне кажется, да. Ага. Я в кино снимался. Не видел бывших? Каком? Сериал «Бывшие». Нет. Я видел по ТНТ какая-то передача была «Дневник». Там каждому человеку давали там 3 минуты, по-моему, и ты мог делать все, что угодно. О, это безумно. Как ты это смотрел? Это я только что вспомнил. Это ужасная передача. Я поехал в Москву становиться известным. Я ходил на все кастинги, которые можно было, телеведущим. Я поехал... Кал выходит. А скажи, как вот самочувствие, как кал выходит? Выходит что? Кал. Режет. Он ничего не понимает. Эти люди танцуют за деньги. Диджей тоже получит зарплату. Директор клуба и хозяин, у которого арендует площадку, все они сыто накормлены. Итак, олигарх Павел из Пензы, он сказал, что он заплатил за все. Но так ли это, узнаем в следующей серии. Итак, смотрите, скандалы, интриги, расследования. Следи за хип-хопом. Я же фестиваль делаю хип-хоп. Тебе нравится хип-хоп? Если Мне честно, нравится. Честно. Да, Он же разный тоже. он разный. Я, например, дружу с Федуком, я Оджей Буддой, прям дружу. Когда писалось «Розовое вино», я сидел, пришел к ним в гости, играть в приставку, пить пиво. И, ну, они снимали рядом со мной квартиру большую, 1, 2, 3, 4-комнатную, даже с сауной внутри квартиры. Из сауны не сделали студию. И вот мы там тусовались, пили пиво по вечерам, играли в приставку. И заходит, оказывается, я потом вспомнил, это LG, какой-то страшный парень заходит, какой-то обесвеченный. Я говорю, парень, отойди от экрана. Говорит, а что ты так? Отойди, мешаешь. Дядя Эдди играет тут. И потом они пишут, что слышу, там, розовое вино. И когда только начала раскручиваться эта песня, я ему где-нибудь в Сочи уехал и слышу в кафе эту песню включают и танцуют женщины. Очень популярная была. Оно становилось популярным на их глазах. Я видео снимаю, отправляю ему, он радуется. Ой, классно, где это? Говорю, в Сочи, в таком-то кафе. Меняется? Немножко меняется, все меняется. Ага, я согласен с этим. Это мои друзья. Бизнесмен и первая леди, первый дизайнер Якутии. Дора Николаевна, привет. Рубашку. Ну, я же люблю типа халаты. Не на беременную женщину я похож. Холодай, да, как бы. Ой, голоксає митиген, то як це дерета спита, о, костентерге хамтара. Если еще надо посчитать, да, друзья известные, чтобы люди знали, да, кого можешь назвать? Незлобин, Батруха, Батрудинов. Ну, с Камеди я давно дружу. Вадик Галыгин. Ну, те ребята, которых я смело зову на день рождения, не приходят. Из певцов Паша Крафтс, Федук, тот же Оджей Будда, я уже говорил. Из девочек Наденька из Comedy Woman, Маша Горбань, актриса. К ней постоянно мы езжу. Я их с мужем познакомил. Вот что я еще сделал хорошего. 2 Маши, вот мои подруги. Ну, помнишь, не помнишь, Леша Гоман такой есть, народный артист, по-моему, победитель. Знаю. Вот они все мы, Паша Крафтс и Леша Гоман, они сидят. Я живу на Пресне. Почему? Пропал? Уже... Он очень флегматичный парень.
Он такой спокойный, такой не наглый. Эгоист толстый! Туда-то куда я чмо? А? Сам ты чмо? Туда-на! Туда-на! Это киты-тали! Есть провисы, честно. Можно было гэги, смешные моменты усилить. Но это я, сидя в теплом кондиционированном помещении, говорю, здесь бы я так сделал. А там, когда ты снимаешь комары, холод, ты спишь в палатке, и хочется быстрее избавиться от всего этого, и у тебя каждый день артистов оплачивается, а бюджет ограничен, нормально. И даже местами очень смешно. Я сидел, со мной рядом сидела пара, она смеялась над каждой шуткой. И я, наверное, думаю про себя, что не могу так кайфануть, сидеть и наслаждаться кино, шуткой. Я смотрю, вот здесь неправильно по свету, здесь это. Но по каким-то местам тот же грим этих ребят, типа плохих ребят, крутой. Они круто, сочно сделанные, они просто волшебные. Их даже лодка, это не 3 разных лодки, это какой-то там 3 лодки в одной. Крупными мазками классно сделано. Но часть, то, что в Казахстане немножко провис, мне кажется, есть. Зачем эта история со всеми, с этим Русланом, непонятная, какой-то Руслан, что ли, который, отдельная история, она, мне кажется, особо не нужна была. Но я понимаю, что для казахстанского рынка нужно было сделать так, чтобы казахов чуть побольше было. Смешно получилось, я не знаю, это якутская актриса была или казахская, когда она хозяйка дома, которую снимает квартиру, да классно, да, она такая, как будто из каких-то китайских, японских фильмов, шумная такая, хозяйка дома, такая мафиозница. Это было в каком-то фильме. Ну да, типа вот она такая и слишком перебарщивает, но это вкусно, да, вкусно. И почему-то в некоторых местах она по-якутски говорила. Нет, это казахский. Казахский такой? Они же тюрки тоже. Что-то типа такого. Это тюрки. Ну тогда хорошо, тогда вопросов нет. Даже понималось, да? Да, я понимал и думаю, это же, что, казахи так говорят разве? Ну, у них же, они же тоже... Ну и потом зациклили, прикольно, что он привез ее. Я знал, что они привезут, еще бы я сделал ее беременной в конце. усилить ее. Раскрыть и сказать. Да, что они поворачиваются, и она беременная, типа вот у них случилось. Я никогда не смеюсь на комедиях, на американских. Я вот серьезным лицом смотрю. У тебя деформация. Я не смеюсь на американцев. Мне просто прикольно смотреть на вот вкусную картинку, изображение, да? Тогда на комедии не ходи. Нет, тут я смеялся. А смеялся? Тут я смеялся. Ну, а какая красота. Юмор похожий. Ну, там есть... наверное, я смотрел как друг ребят, режиссеров, продюсеров, и пытался, наверное, найти какие-то места, которые можно было бы изменить. Но так уже съемки прошли, особо ничего не изменить. Поэтому... Ты на американских комедиях смеешься? Вот в основном, да. Семейные вот эти, которые... В основном, да. Там... С Дженнифер Энистон там. Ну, да. Мы Миллеры. Очень смешно. Евротур. Один из лучших фильмов. Редко бывает на все времена смешные моменты. И круто. Там, когда я куплю свой отель, уходит. Да, это же круто, вкусно. И они, актеры, подобраны. Так, наугад не тужись. Можешь сказать любимые фильмы? Любимые, не самые любимые, которые бы посоветовал, которые ты пересматриваешь или которые запомнил? Не знаю, я сериалы люблю. Я не люблю фильмы, потому что они имеют свойство кончаться. Сериалы, они длинные. Если еще несколько сезонов. Все любят, начиная от «Игры престолов», я посмотрел 6 раз. И каждый раз открывал что-то новое. Полностью все 5 или 11 сезонов. Сколько, да? 11 сезонов? Я не знаю. Сколько там, много сезонов, прикинь, не помню. Один из таких ситкомов, типа, например, «Клиника». Сериал MTV-шный.
и шутки, крутой подбор актеров. И знаю, что 7-й, 8-й сезон самый лучший из всего, что есть. «2,5 человека». Я пересмотрел все сериалы, которые есть. Мне перестали нравиться сериалы типа истории с привидениями, зомби. Ну, потому что одно и то же. Из одного в пустое порожнее. Ну, ничего. Ну, первые 2 сезона хорошо, а потом уже такое идет непонятки. Расскажи немножко про своего друга Евгения Хлопкова. Женька прелесть. Я такой, в этом моя прелесть, как Жириновский. Интриган, он... Это же плохо. Про Хлопкова говорю. Это же плохо. В его случае это смешно и мило. Он обижался на артистов и говорил: я тебя закрою, ты не будешь выступать. И артисты менялись к лучшему. Они перестали опаздывать на концерты. Ну, типа требовать завышенные требования к организаторам. Ну, то есть он, ломая артиста, воспитывал его, давал ему, делал его лучше. У него были любимчики, да, еще? Конечно, он Икыга, ну какие-то Варламов, это Варламов Икыга, да? Нет. Сайсарыко. Ну, какие-то вот очень много таких очень классных артистов появились только благодаря Женьке. Он сказал, Ларионова Икага, да? Вот. Он же им придумал с нуля все. И гениально, удивительно. Для меня бы все это надоело через 100 лет. А он из одних и тех же артистов миксовал и что-то делал новое, их менял, привязывал полуголую Олимпию к Серге, кнутом, что-то ее к Серге привязывали с водой, да? Нет, такое было? Было. Что-то Женька рассказывал, он залил водой оркестровую яму, сделал бассейн, типа. И она упала. И она упала, ее током било, но она пела. Как-то нереальная женщина. И кто-то упал на сольнике на репетиции, спину сломал, и что-то, и без артиста проходил сольник. Это Ника. И, представляешь, и народ не сдал билеты. По-моему, так это было. Но вот в этом же есть гениальность человека. Мы с Женькой ругались больше, чем, наверное, другие люди. Он на меня обижался, через 2 часа: ну ты где? В пух и в прах. Я начинал критиковать. Он говорит: ну скажи. Я говорю: там ошибка, тут ошибка, там нужно было сделать. Но я-то с любовью говорю. Ну, наверное, нужно было сначала похвалить, потом... Ты тоже эмоционально, нет? Да. Но, наверное, перебарщивал. И он говорит: ты не знаешь, как я тут работаю. Там этого нет, этого нет. Я говорю: ты мне причины не объясняй. Ты почему ты сделал? По цвету нет неправильно. Здесь провал по темпоритму. Здесь это... Он хлопал дверью, уходил, и говорю: ну, окей. Через час говорит: ну, ты где? Отпускал. Ну, мне кажется, в этом заключается дружба. Мог бы не уходить, но он уходил и возвращался. Смешные моменты такие у нас. Мне один человек сказал, это из артистов, эта девушка, она сказала: мне кажется, мне почему-то кажется, что у Жени Хлопкова, у Эдика Гаврилева и у Гоши Николаева одна душа.
почему-то. Это как... Не знаю, почему он так сказал. Ну, похожи немножко все. Вот, И других таких же нет, на самом деле. Вот. Как-то так. ну, наверное, есть. Это просто одного поколения, не знаю. Нет, ярких нету. Я жду, где режиссеры, где новые. Эй, где вы? Нету. Они то ли... Сейчас Может, пока- еще не родились. У Женьки образование было в основном это колледж культуры, а у них такая очень сильная группа, сильный преподаватель, я не помню, как его зовут, но он ее очень любил и по каждому поводу с преподавателем советовался, уже будучи известным режиссером. Типа он мог забыть это все, и я все сам знаю. Нет, он сидит, Ольга Аполлоновна, вот вспомнил. Ольга Аполлоновна, вот я застрял на таком-то, что мне делать дальше? Сидит, а она... В 12 часов ночи объясняет, ага, значит, там на заднем плане эти у тебя, передний план так работает, запускай абстрактно там голубей вверх. Голуби вверх. И он ехал перед днем города искать голубей по всем пригородам Якутска. И за ночь собирал 200 голубей. За ночь. Или там нет грандиозности во всем этом. Что мне делать? Мне звонит. Говорю, а деньги есть? Говорю, денег нету. Говорю, вот я вчера запустил гигантские шары метрового диаметра. Сколько они стоят? Ну, там, 50 рублей. Срочно купи, отправь мне. И вот я ему покупал большого диаметра шары. Он там появляется же на рынке какие-то маленькие фишечки, которые недорого стоят. И они совсем, картинка меняется. Да. День города, и метровые шары с крыши спускаются. И они прыгают, и картинка другая. О, классно. А стоимость шарика 50 рублей. Эффект на 5000 рублей. И вот такими, тем, что, наверное, не стыдился советоваться, наверное, в этом тоже есть какое-то немножко другое. Ночью звонить самому преподавателю в колледже культуры, спрашивать, что мне делать, у меня затык такой-то. Он говорит, ага, вот так сделай, поступить. ЕГСХ, Стас Катаков. Ой, Стас Катаков тоже очень своеобразный, но очень талантливый человек. Мы потеряли гениального человека, который с уважением относился не только к своим студентам, к творчеству, к музыке, к сцене. Он говорит, на сцене не материться, сцену уважайте, сцену, про физическую сцену. И когда после того, как они репетицию провели, он вставал, там внизу он стоит, и все студенты аплодировали, кланялись. Представляешь, такой культуры нет. Мы как старики с тобой разговариваем, такой культуры нынче нет, но есть, вот видишь, что-то в таких мелочах есть, наверное, магия какая-то. Я скажу тебе, я когда увидел, как Катаков, Стас Катаков, как репетирует, думаю, почему у меня нет такой фишки? И на больших мероприятиях я начал делать такую фишку. Я собираю огромное количество, там, на 4000 гостей мероприятия, новогодний корпоратив какого-нибудь банка. Я собираю всех. Внимание, режиссер на площадке, большим поставленным голосом. Все такие, вот этот узкоглазый парень, наш режиссер. Всем службам через 5 минут. Свет, 5 минут. Там, звук, официанты через 10 минут. И все рассаживались, собираются. Я им рассказываю, для кого мы делаем мероприятие, кому уделить особое внимание, что сделать. И говорит, чтобы ничего не... Всем сесть, кто на пол, кто на стуле, садились. И я ставил какую-нибудь, на тот момент, мне приятную классическую музыку. Или не классическую. Все сидят, не понимают почему. Но когда человек бегает, быстро натирает, как официант, что-то тут убрал, там убрал, тут не докрутил. Да. Когда человек сел, это как перед поездкой люди садятся же, да, там типа присесть на дорожку. Вот я делал, я потом понял, что это... подсмотрел у Стаса? Нет, это я сам придумал. А у Стаса я посмотрел, что он, когда после репетиции все ему аплодируют. Стасу спасибо за репетицию, говорят. И знаешь, как я про него узнал? Из Питера, я же после школы сел в самолет, я Якутск не знал. Да? Сел в самолет, улетел в Питер. И на каникулах летом только приезжал. И по НВК показали концерт студентов. И там девушка выходит на сцену, и ткань белая, и так делает, и крылья на всю сцену еще светятся, как в «Аватаре». Это 90-х было. И вот так светятся, и китайские лампочки видно, но вот сама идея, то, что девушка под музыку выходит, и крылья на всю сцену. Есть, оказывается, интересные люди.
Я подумал, Потом мы эту идею у Стаса Катакова Женька украли, сшили из белой ткани платье девушки, тут завязывалось, тут она палки держала, и сюда гирлянды нашили. За тканью гирлянд не видно, и длинный провод шел. И мы ездили на гастроли в Усалдан, Чарапчу, в Намцы, и девушка выходит, танцует там, какая-то песня со стерхами, танцует, и в какой-то легенда о белом стерхе называлась. Давным-давно забытая история, ставшая легендой. Стихи, которые стали песней, там, утаенная за веками и горами история. Что там такое? И вот увидев белую птицу, танец этой белой птицы, что-то там случилось чудо. И в этот момент я включал в розетку вилку и загорался. И в деревнях это полный аншлаг. Все. А в деревне, это не на всю сцену было, но как бы дешево. Эти крылья гастролировали у меня 5 лет еще. про алкоголизм что думаешь? Ой, я думаю, что я болею алкоголизмом. Но я думаю, что это не совсем алкоголизм, но это алкоголизм. Я уже узнал про все, про это. Когда после пьянок ты не помнишь последний час или два, это алкоголизм. Я не помню последнее время, после каких-то бурных пьянок, час-два не помню. Но всегда четко знаю домой, во сколько уйти. У меня друзья говорят: Якут, пора. И я так на каком... Меня же зовут постоянно на какие-то мероприятия, и за каждым столом всегда друзья: ой, давай с ними чокнемся, давай выпьем, давно не виделись, все приобнимут. Тут текила, тут шампанское, и тут... Ага. Потому что я становлюсь не в ресурсе. Когда не в ресурсе, ты это взаимосвязано, начинаешь без денег. Без денег ты не можешь позволить ничего, и цепочка такая. Поэтому, когда нет работы, когда начинается депрессия, от депрессии начинаешь пить, думаешь, что это... А когда ты пьешь, нет работы. Все, цикл сросся. Как только есть работа, пандемия, я чуть не запил. Все закрыто, из дома выходить нельзя, нечего делать. Сериалы все, которые есть, посмотрел. И что? Давайте, может, соберемся, выпьем. Собрались, выпили. Утром проснулся, голова болит, надо пиво. Пиво выпил, еще одно пиво. А потом, от пива живот пучит. Давайте, виски. И круг замкнулся. Потому что завтра тебе нечего делать, послезавтра тебе нечего, и целый месяц, и, скорее всего, полгода тебе нечего делать. Мероприятия запрещены, клубы, бары запрещены, перспектив работы нету. Конечно, надо было остановиться и писать книгу или что-нибудь такое, творчеством заниматься. Казалось, так-то весело. Люди страшнее бесов. Бывают моменты, когда... Почему люди страшнее Абага? Почему? Люди могут обидеть, а Абага не могут обидеть. Люди могут ударить, избить, украсть, а Баса не может этого сделать. Мне так кажется. И от Абага ты ждешь подлости, если они какие-то есть. От людей ты не ждешь подлости. Все друзья, все классные. И у всех в жизни бывает такое светлое чувство, как любовь. И можешь просто визуально, не указывая пальцем, просто когда это было, что было. Я могу точно сказать. Первая любовь у меня была в 7-8 классе, и до сих пор я ее люблю, а это Кириллина. Потом в институте я влюбился в Юлю Чумаевскую. Мы 2 года жили вместе с ней. Без имен, без ничего. Окей. До сих пор, я не знаю, мама говорит, когда ты женишься? Не хочу жениться, мне нравится любиться свободными. Такое сильное чувство. Это же школьные чувства, да? Не школьные. Но ты сказал первая любовь. Не первая любовь. Ты ощущаешь именно в жизни, когда взрослый, осознанный человек, и не называя имен, просто что... Почему? Я могу назвать имена все. Как ни странно, в меня влюблялись, а она не нравилась. А потом думаю, почему же она, оказывается, меня любила, бегала за мной, а я ее не ценил. Молли, певица есть такая, из солистской группы «Серебро». 2 года за мной бегала. Она же до этого танцевала у Ираклия Пресхалавы. Не знаю, может быть, но меня она точно любила.
Я уверен. Она мне письма писала, подарки дарила. А я дурак. Но она была маленькая, толстенькая. Она потом похудела. Нет? Она видела, что я режиссер, делаю крутые мероприятия. Может быть. Сейчас я сейчас только что это понял. Блять. И мы как-то говорим, вот очень сильное чувство, которое бывает один-два раза. Я пока не встретил такого, чтобы на смерть, чтобы Нет, без этого... Когда очень сильно задело и что-то очень... Нет такого. Меня не ранили. Может быть, я не позволял этого делать, но нет, не было такого, чтобы я любил и меня не любили, я от этого хотел резать вены, такого вообще не было. Да нет, это все психосоматика. Ты управляешь снами, управляешь любовью, управляешь мыслями, управляешь судьбой. Мне кажется, ты ничего не рассказал про любовь и нас обманул. Ну, может быть, не рассказал. Ну, нет, вот я тебе клянусь, чтобы у меня не было такой сильной влюбленности или любви, где бы я страдал. Это совершенно точно. Кого я любил, все отвечали мне взаимностью. Это точно. А те, кто не отвечали, значит, я их не любил. Не думаешь, когда в Якутск приезжаешь, как тут живут люди? Всегда так думаю. А почему они тут живут? Ну, потому что это родина, наверное. Мои родители не хотят жить в городе, они хотят жить в деревне. Но логично понимаю, что есть там территория, где погулять, подышать, выйти, теплиться. Ну, какие-то дела пенсионерам. Я не могу жить в деревне. Я могу ездить в деревню, но жить там мне скучно. В Москве я не могу жить в квартале, где нет движухи. Я живу в самом центре города, 24 часа в сутки, вокруг меня есть движуха. Я вышел попить кофе, надоело, пошел в бар, выпил виски, надоело ночной кинопоказ, клуб, джаз, танцы, техно. Иначе я чувствую, как будто что-то мимо проходит меня. В чем смысл жизни в твоем видении? Если бы я знал, то... В твоем видении. Мой смысл жизни? Да, в твоем... Получение всевозможного наслаждения. От работы, от путешествий, от секса, от еды, от общения, от от визуальной красоты. Иначе смысла не вижу. Нет смысла в достижении какой-то цели. Я хочу стать миллионером, в этом нет смысла жизни. Живи здесь и сейчас, получай удовольствие от всего, что происходит вокруг тебя, и сам генерируй такое же наслаждение, эстетическое удовольствие. Ну, это гедонизм, может быть, небольшой, но при этом я работаю, потому что для меня работа не является работой. Ты много думал про это? Думал, постоянно думаю. Совет молодежи, которая нас смотрит, чтобы... Нас смотрит молодежь? Которые хотят чего-то. Ну, ты вот чуть из другого ракурса. Да? Совет, как надо жить, как надо работать. Нужно кайфовать от того, что ты делаешь. Иначе ничего не получается. Я всю жизнь хотел веселиться, делать праздники, и я никогда не работал. Прикинь, я никогда не работал. Я все время веселился, а за это мне платили деньги. Как только я начинал чувствовать, что я работаю и зарабатываю эти деньги, я начинал терять КПД, терять мотивацию. И какое-то чувство вот этого стыда пойдет, нет? Я работаю. Совесть. Иногда бывает, что заказчик, который заказывает тебе хороший бюджет и мероприятие, ты его ненавидишь. Он с тобой разговаривает как с мусором, он с тобой руку подает вяло. Я говорю, последний раз все это, денег нет, надо соглашаться. Да. И сам себя так ненавижу и улыбаюсь. Да, Игорь Михайлович, конечно же, пожалуйста, да плюньте мне в лицо за ваши деньги. И думаю, еще 4 дня, терпи, все. И потом, не ссылаешь, больше с этим человеком не общаешься. Конечно, я улыбаюсь. Спасибо за доверие. Потом думаешь, зачем я... Китайцы это очень хорошо умеют делать. Да? Через улыбку. Через улыбку, да. А в глазах-то видно все. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Получилось что-то? Что-то порежешь. Ага, порежу. Кому интересно, посмотрим. Да. 5, 6, 7. Йоу, привет, меня зовут Вашингтон. Как умеешь? Да, молодец, давай. Кадр, давайте.
Молодцы! И фристайл, кто как умеет. Давай, заходи в центр. По очереди, по 30 секунд, да, выходим. Следующий. Yo, you got me. Я устал, хочу любви, такой, чтоб навек. А ты? Вашингтон согласился потусить и потанцевать с ребятами. Некоторые профессиональные танцоры были очень маленькие. Ну, классно же, да? Да, классно, классно. Мне очень понравилась атмосфера, мне понравился прям ребята, что они налегке. Все как это было, все просто. У кого учились? У кого учились? От батя. А где мы были сегодня, расскажи. О, мы были у бабушка. У моей бабушки. Бабушки. Там она у нас защищались, очистили, подарила такой, как это называется? Короче, мы были на обряде благословения очищения. И Вашингтон говорит, блин, я так хотел куда-нибудь уехать далеко-далеко, чтобы была вокруг природа. Я ему говорю, ты улетишь завтра еще на вертолете, еще дальше. Мы на реку Вилюй улетим. И он говорит, вот перезарядиться хотел от большого города. Надеюсь, получится, да? Получилось. Уже начинает, да? Начинает. Ты даже Спасибо. посветлел. Посветлел. Внутри, да? Внутри. Пойдем в солярий. И на это закончим. Пойдем в солярий. Thank you.